Коллеги, добрый день. Давайте потестируем немножечко систему, если есть возможность. Вячеслав Алексеевич вроде бы, я вижу, что на месте. Скажите, пожалуйста, меня видно, слышно? То есть здесь Да, добрый день, коллеги. такая, когда нажимаете камеру, вас видно и слышно, когда нажимаете микрофон, вас только слышно. Я поняла, да, это я с этим уже разобралась. Хорошо. Не надо там увеличивать, убавлять громкость, все нормально. Все отлично. Так, значит, тогда презентацию. Ага, сейчас я ее запускаю. Видно ее на экране? Презентация видно. Угу, то есть я ее полистала. Ага. Давайте тогда сейчас, так, рабочий стол, да, демонстрацию рабочего стола и покажу образовариум и продукт какой-нибудь. Да, хорошо, давайте. Угу. Так, давайте. Ага. Видно образовариум? Так, сейчас не видно. То есть идет заставка презентации до сих пор. Ага. Так. Начать. Все, извините. Конечно, я ее не открыла. Ага, вот теперь должно быть видно, мамочки. Так, подгружайся. Да, все, вижу образовариум. Ага, так, давайте сейчас сразу я запущу, посмотрим звук. Слышно ли звук в образовариуме? Слышно. Да, слышно. Хорошо, тогда больше дальше не будем. Так, ну давайте сейчас ролик тоже с рабочего стола запущу. Видно ролик? Да, видно и слышно. Хорошо, так, ну и что-нибудь открою из наших продуктов, ну чего-нибудь. Да, все отлично, все показывает. Вот эту панельку, которую вы двигали, можно скрыть. Кнопочка «Скрыть» нажмите. Ага, как мне ее потом вернуть, когда мне нужно будет? А зачем? У вас есть доступ. А когда я закрою рабочий стол, мне надо будет... Ну, потом просто рабочий стол закроете, перейдете в презентацию, да и все. Хорошо, ладно, ага. Все, тогда, ну, вроде бы все. Павел Евгеньевич, вы начинаете? Как да, я начну, но давайте начнем ровно в 3 тогда, чтобы все... Я сейчас тоже попробую демонстрацию рабочего стола своего. Угу. Так, ну, вроде видно, да? Рабочий стол сейчас. Ну, видно, да, наверное, это ваш мнение. Наверное, мой. Сейчас должен... Да. Образование открыли. Все, отлично, хорошо. Угу. Все, тогда я пока отключаю. Да, я тоже тогда пока отключаю. Ага, и в 3 часа тогда ждем, когда Вячеслав Алексеевич нас объявит. Хорошо. Угу. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня продолжаем с вами серию вебинаров от компании образовательные ресурсы компании Нового Диска. И в частности, сегодня мы рассмотрим с вами образовательный ресурс «Стань школьником с робобориком». И я предоставляю слово Павлу Евгеньевичу Бакунину, директору по развитию компании «Новый Диск». Павел Евгеньевич, вам слово. Коллеги, как меня слышно? Видна ли в соседнем окне презентация? Плюсики поставьте, 2 плюсика можно поставить. Как нас слышно, видно? Алексеевич, я вас слышу хорошо. Я тоже вас слышу хорошо, у нас все нормально. Так, всем еще раз здравствуйте. Я вас рад приветствовать от лица группы компании «Новый Диск». Это компания, которая является одним из ведущих разработчиков образовательных ресурсов. На рынке мы более 25 лет, накоплен большой опыт, большие компетенции в этом направлении. И сегодня на нашем вебинаре мы вам хотим представить наши образовательные ресурсы для
дошкольников. Те ресурсы, которые вы можете сегодня использовать, в том числе часть из этих ресурсов можете найти в сетевом городе образования. Сейчас я вам покажу, где это вы можете увидеть. И затем подключится наш департамент образовательных продуктов Наталья Вячеславовна Акимова. Она вам сделает краткий обзор тех продуктов, которые вам на сегодняшний день доступны. Сейчас я буквально в течение ближайших 5 минут постараюсь вам продемонстрировать. И потом еще мы либо в чат, либо в раздел вопросов, сейчас с Вячеславом Алексеевичем решим, еще раз скинем все так называемые коды доступа, да, куда можно обращаться, где это можно найти и так далее. Так, сейчас вы должны увидеть мой рабочий стол. Подскажите, видите сейчас или нет? Как-то обозначьте в чате. Да, видно. Замечательно. Значит, коллеги, я открываю тогда браузер. Значит, здесь сейчас вы должны увидеть окошко, вот видно, да? Замечательно. Тогда я закрываю чат. Если мы с вами перейдем в сетевой город образования, я зайду на нашем тестовом стенде сейчас. Значит, вы можете увидеть в сетевом городе в разделе обучения команду коллекции ресурсов. Вот в данной коллекции представлены ресурсы нового диска, более 100 программно-методических комплексов, которые охватывают уровни образования от дошкольного до среднего общего. Ну, поскольку нас с вами интересует дошкол, то в левой верхней части мы в разделе классы и группы можем выбрать дошкольники, ну и, наверное, там первые несколько классов, потому что там тоже представлены материалы, которые, в принципе, в дошколке можно использовать. То есть, что можно делать с этими ресурсами? Вы можете открывать любую карточку, видите название, видите краткое описание. Здесь в правом верхнем углу, обратите внимание, есть значок книжечки, это метод рекомендаций. Вот мы делаем наши материалы для педагогов, и все они снабжены метод рекомендациями, чтобы вам было удобно с ними работать. Значит, здесь, соответственно, они скачиваются, есть описание краткое, что это такое, как это использовать на занятиях. То есть вы, в общем, это все можете посмотреть, прочитать. Кроме того, поскольку сейчас дистанционное обучение у нас, да, очень часто используется, значит, есть вот кнопочка в правом нижнем углу карточки, кнопка «Поделиться». Если мы ее нажмем, то здесь у нас появляется адрес ссылки, который вы можете направить ученикам, родителям, своим коллегам. То есть после перехода на эту ссылку по авторизованному поиску откроется именно этот ресурс. То есть не надо будет искать его в большом списке. Это то, что у вас доступно в SGO. Кроме этого, я хочу обратить ваше внимание на ту платформу, которую сегодня вам тоже будет представлять Наталья Вячеславовна. Это платформа образовательное дистанционное обучение для всех. Адрес obor.nd.ru. Это ресурс, который мы сейчас открыли до конца учебного года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Тоже открыли его для доступа для бесплатного. Здесь вот для дошколки есть интересный курс «Стать школьником с робобориком». Есть еще несколько предметов. Ну, вас, поскольку дошколка интересует, значит, если мы спустимся ниже и нажмем здесь на ссылку, сразу попадаем на страничку курса. Если нажимаем «Начать», переходим на страничку регистрации, зарегистрируйтесь, и курс будет открыт вам для доступа. Кроме того, хочу обратить внимание, что кроме тех вебинаров, которые мы делаем для регионов, мы делаем тематические вебинары, в том числе вебинары по курсу «Стань школьником с робобориком». Значит, у нас буквально вчера был вебинар по этому курсу, если мы вот в раздел перейдем, вот у нас 6 числа он прошел. Если вы на этот вебинар не попали, то на следующей неделе будет еще один, но кроме того, вы можете посмотреть запись вебинара, спустившись вниз к экрану. Ну, Наталья Вячеславовна вам сегодня по робоборику много что расскажет. Кроме того, обращаю ваше внимание, что есть наш сайт school.nd.ru, на котором тоже
публикуются анонсы предстоящих вебинаров. То есть, если можете за этим сайтом тоже следить, там смотреть объявления о предстоящих вебинарах и ссылочек на них. Так, ну, вот обзор краткий, где все это можно найти, я вам показал. В принципе, дальше я, наверное, свою трансляцию экрана отключу. И слово уже Наталья Вячеславовна. Наталья Вячеславовна уже с нами. Вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно видеть такую активность и такое большое количество участников вебинара. Моя задача сегодня вас, в рамках отведенного времени максимально рассказать вам о тех возможностях, которые предоставляют вам наши продукты, и постараюсь затрагивать не только вопросы, как это использовать в повседневной практике, но и актуальный вопрос, как этим можно пользоваться сейчас в условиях такой вот достаточно сложной обстановки. То есть, конечно, в период такого несколько эпидемиологического неблагополучия, назовем это так, вопрос с возможностью какого-то дистанционного взаимодействия с воспитанниками стоит очень актуально. И поэтому тот контент, который можно найти в интернете, тот контент, который можно использовать, к нему предъявляются повышенные требования, потому что, естественно, то, что мы предлагаем дошкольникам, то, что мы предлагаем их родителям, должно быть очень правильным, понятным, доступным, и нужно, чтобы с ним было удобно работать как педагогам, так и пользователям, как конечным пользователем сейчас у нас свой контент являются дети. Но из двух таких частей у меня будет состоять сегодняшнее выступление. Сначала я вам расскажу про интерактивный онлайн-курс «Стань школьником с Робобориком», расскажу про него, покажу его возможности, как уже Павел Евгеньевич анонсировал. Это будет, наверное, все-таки большая часть моего сегодняшнего выступления. Потом очень конспективно покажу несколько продуктов для дошкольного образования, которые вот в коллекции ресурсов СГО у нас тоже присутствуют, которыми тоже можно пользоваться. Начинаю с Робоборика, и сначала небольшая презентация для того, такого вводного плана, расскажу о курсе в принципе, а потом уже будем его непосредственно смотреть и постараюсь объяснить, как с ним можно работать. Я уверена, что возможные варианты вы и сами мне можете потом предложить. Если у вас возникнут вопросы, то в конце своего выступления я с удовольствием на них отвечу. И, как уже вам предложили, пишите их, пожалуйста, в чат, потому что одновременно показывать и отвечать на вопросы достаточно сложно, но все, что у вас возникнет в процессе моего выступления, на все я постараюсь по мере своих сил и возможностей ответить. Но теперь непосредственно переходим к курсу. Что же это за курс и почему мы его предлагаем вам в качестве такого очень хорошего дидактического инструмента, который позволяет внедрять средства информационно-коммуникационных технологий и в детский сад. Во-первых, это курс, который рассчитан для работы с детьми 5-7 лет, в принципе, даже 6-7, но по содержанию он подходит и для 5-леток тоже. Он рассчитан на годовую работу с детьми старшего дошкольного возраста, то есть разработанные занятия на 34 недели обучения. То есть это с сентября по май месяц, и суммарно включает курс 136 занятий по 4 разным направлениям, по каждому направлению 3-4 занятия в год. Курс разработан, мы вообще, в принципе, давно занимаемся разработкой различных материалов для дошкольного образования, именно интерактивных, именно компьютерных, мультимедийных пособий. И у нас уже достаточно такой хороший коллектив авторов, в который входят педагоги практики, именно педагоги-дошкольники, а также педагоги, так сказать, теоретики, работники вузов, работники институтов повышения квалификации или развития образования, авторы различных пособий. И курс этот был разработан именно людьми, которые не понаслышке знают, что такое дошкольное образование, понимают,
как ведется работа именно с детьми дошкольного возраста, плюс еще и уже не первый продукт разрабатывают мультимедийный. То есть вот на стыке понимания теории, методики дошкольного воспитания и в то же время знания особенностей именно разработки компьютерных программ, вот на стыке вот этого взаимодействия и получаются продукты, которые мы можем смело рекомендовать нашим пользователям. Ну, понятно, что как любой продукт для дошкольного образования мы, естественно, разрабатываем с учетом федерального стандарта, с учетом примерно основной образовательной программы дошкольного воспитания. И это говорит о том, что чуть позже, когда вы будете содержание, мы с вами будем обсуждать содержание курса, вы поймете, что те базовые темы, которые даются в этом курсе, они хорошо ложатся на абсолютно любую программу образовательную, которую использует образовательная организация. Ну, курс прошел у нас апробацию в различных регионах Российской Федерации и получил хорошие отзывы и от педагогов-практиков, и от авторов пособий, и имеет рекомендации к использованию, ну, например, вот от Ксении Юрьевны Белой, нашего известного педагога-дошкольника и автора очень многих методических именно разработок для дошкольного образования. Если говорить про цифры, курс очень объемный, очень массивный, в нем очень много материалов, которые можно использовать совершенно разным образом. Это и интерактивные задания, всего их в курсе более 1500 штук, более 100 обучающих анимационных роликов, около 300 заданий для того, чтобы формировать раздаточные материалы. И кроме того, еще и есть и планы для организации образовательной деятельности. Какие особенности основные? Ну, то, что курс охватывает основные направления обучения и развития детей дошкольного возраста. Понятно, что мы никоим образом не претендуем на то, чтобы заменить традиционные виды детей дошкольного возраста. Нет, никоим образом. Да, игра, да, творческие виды деятельности, да, общение со сверстниками, со взрослыми, продуктивная деятельность, физическое развитие, познавательная деятельность, экспериментирование, художественные виды творческой деятельности. Все это было, есть и будет основным, базовым, тем, на чем у нас развиваются дети дошкольного возраста. Но как любой дидактический инструмент, а мы говорим, что наш курс – это именно дидактический инструмент, это средство дидактическое для работников дошкольного образования, он помогает педагогу дошкольного образования выстраивать образовательный процесс, формировать образовательную траекторию своих воспитанников с применением современных средств, которые на сегодняшний день не являются основными, и это нормально, это правильно, но тем не менее они есть, и они, понятие цифровая школа, в которую нашим воспитанникам потом предстоит дальше идти, она на сегодняшний день есть, и есть интерес у наших детей и их умение работать с цифровыми ресурсами. Как это организовывается, как мы работаем, как мы внедряем электронные средства обучения, образовательный процесс, как мы сохраняем при этом здоровье, это уже работа ваша как педагогов, как вы сможете это выстроить. Но поверьте мне и тем людям, которые уже опробировали курс, возможно это выстроить, было бы, как всегда, желание. Ну, это так, я немножечко отвлеклась. В основе курса лежит тематический принцип подбора материала, то есть опять то базовое, на чем всегда строилась и строится система дошкольного образования в России. То есть тема, которая рассматривается со всех сторон, проходит через все виды деятельности ребенка, и плюс еще и календарно-тематический подбор материала, который связан с сезонными изменениями в природе, который связан с календарными государственными праздниками, и все это завязано в единую систему. Ну, кроме того, есть персонаж, который сопровождает детей, собственно, робоборик, с которым они готовятся к школе, и каждое занятие предлагает полный комплекс ресурсов, которые помогут педагогу подготовиться и провести занятия по любой теме. Ну, использовать можно в разных местах, на этом больше не буду останавливаться, приду непосредственно
курсу. 4 основных направления обучения, которые, повторюсь, лежат в том русле, который нам задает Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Объединили, что-то разделили мы, потому что, опять же, повторюсь, не все содержание дошкольного образования, не все те методические аспекты, которые мы используем в работе с детьми, можно сделать цифровым, и это и не нужно. То есть мы постарались в нашем курсе объединить, заложить в содержание только то, что может именно разнообразить, расширить возможности педагогов при организации воспитательно-образовательного процесса со старшими дошкольниками. Непосредственно направление. Первое направление объединили познавательное, социально-коммуникативное, физическое развитие в одно направление, так как здесь рассматривается именно то, что окружает ребенка в повседневной жизни. Мир природы, мир взрослых, мир детей, мир взаимоотношений, мир здоровья, здорового образа жизни и спорта. Второе направление, которое мы посчитали необходимым выделить в отдельный блок, это формирование элементарных математических представлений в русле познавательного развития. Третье направление – это речевое развитие и именно подготовка к обучению грамоте. Понятно, что речевое развитие – это всегда реальная речь, реальное общение, реальные какие-то дидактические способы формирования речи ребенка. Но, тем не менее, какие-то темы возможно сделать интерактивными, и подготовку к обучению грамоте в том числе. Это направление у нас разработано на основе методики Журовой-Дуровой по подготовке к обучению грамоте, и она получилась очень неплохо ложится именно на вот интерактивные такие какие-то вещи. И четвертое направление – это художественно-эстетическое развитие и блок ознакомления с искусством. Опять же, повторюсь, естественно, все продуктивные виды деятельности ребенка-дошкольника остаются продуктивными и остаются в реальной жизни. Но то, что можно перевести в интерактив, мы попробовали перевести чуть позже. Вот когда я буду вам рассказывать, вот сейчас будет несколько слайдов о том, какие темы, тут просто перечислены темы, даны какие-то скриншоты на презентации на экране вы видите, которые позволят вам понять весь объем курса, потому что, естественно, в рамках нашего сегодняшнего вебинара, его такой объемности, весь курс я вам, конечно, показать не смогу. Моя задача вам только точечно показать какие-то его возможности. Ну вот если мы говорим по первому направлению, и еще повторюсь, не сказала, тематический принцип лежит в основе, то есть тематика занятия по первому направлению, вот то, что мы с вами говорили, познавательное, социально-коммуникативное, физическое развитие, так или иначе задает темы занятий по 3 другим направлениям. Где-то это получается больше, где-то меньше, ну, в зависимости от темы, потому что есть темы, которые хорошо ложатся на все направления деятельности детей, есть темы, которые сложнее ложатся, чтобы это завязать в единую систему. Но так или иначе мы постарались это сделать. Сегодня я вам тоже это покажу. Говоря про познавательное, социально-коммуникативное, физическое развитие, видите на экране темы, это то, что я уже говорила, сезонные изменения в природе, мир растений и животных, мир взаимоотношений людей, тот предметный мир, который окружает ребенка ежедневно и ежечасно, знакомство с различными профессиями, блок, связанный с безопасностью собственной жизнедеятельности. Но, естественно, говоря о детях 5-7 лет, мы не можем мимо стороной пройти тему школа. Кроме того, в этом же направлении рассматриваются темы, связанные с патриотическим воспитанием, со знакомством со своей родиной, с историческими какими-то аспектами и с глобальными вещами, такими как планета, страны, тема космос, различные традиции и праздники государственные, народные. День Победы мы не могли не включить. И экологические вопросы, вопросы, связанные со здоровым образом жизни, со спортом, с организмом человека. Говоря про
содержание занятий по формированию элементарных математических представлений. В нашем курсе представлены занятия по всем направлениям методики математического воспитания. Это и количество, и счет, это геометрические фигуры, это величины, это ориентировка во времени, ориентировка в пространстве. То есть все то, что дети данного возраста изучают на занятиях математики, все в нашем курсе так или иначе рассматривается. Говоря о занятиях по речевому развитию, базовая тема, основная задача этого направления – это именно формирование звукоаналитической функции речи и подготовка детей к обучению грамоте. То есть мы рассматриваем такие базовые понятия, как звук, слог, слово, отличие звука от буквы, отличие гласных от согласных звуков, парные согласные, гласные буквы, согласные буквы, дифференциация звуков, деление слов на слоги и деление звуков согласных на твердые и мягкие. То есть масса дидактических игр и упражнений предлагается в курсе. Ну и те задачи речевого развития, которые мы смогли вогнать, так сказать, в рамки компьютерных технологий, мы тоже попытались реализовать. Это и работа со словарем, это и работа по формированию грамматического строя речи, это и развитие связанной речи детей дошкольного возраста. То есть все, максимально все, что смогли, постарались в курс внести. И блок художественно-эстетического развития, ознакомления с искусством, тоже очень такой, он из двух, можно сказать, частей состоит. Это непосредственно изобразительное искусство и музыкальное искусство. То есть все, что касается жанров живописи, различных художников, блок декоративно-прикладного искусства, знакомление с народной игрушкой, музыки, жанры музыки, различные оркестры русских народных инструментов, симфонический, творчество Петра Чайковского, знакомство с такими понятиями, как опера, балет, музыкальные спектакли, с различными профессиями, как музыкальными, так и творческими, понятия архитектуры, скульптуры, блок, связанный с музеями, с театрами, с правилами поведения, с различными профессиями, с людьми, которые работают в данных учреждениях культуры. Все постарались тоже в наш курс вложить. Когда буду показывать непосредственно курс, какие-то фрагменты по возможности вам покажу. Ну и на данном слайде показано, какие материалы входят в наш курс. Еще раз повторюсь, у каждого занятия это комплекс материалов, комплект такой. Будем сейчас курс смотреть, увидите это сами. Во-первых, интерактивные задания, те задания, которые выполняются на компьютере. В каждом занятии от 8 до 12 заданий. Кроме того, у каждой темы есть анимационный обучающий ролик, который нам рассказывает об этой теме. Кроме того, есть раздаточные материалы и примерный план проведения обучения в условиях организованной группы. То, что достаточно редко вообще где-то можно встретить, и то, что наиболее ценится всегда педагогами. И что еще хотелось мне сказать, говоря про курс. Кроме того, что большое, интересное, разнообразное содержание, мы это опять же сейчас с вами увидим, еще и комфортная эмоциональная обстановка для детей во время работы. Материалы все озвучены, все инструкции озвучены, многие слова озвучены, многие картинки озвучены. Все доступно, понятно, то есть ребенок не напрягается, чтобы понять, что от него хочет программа. Есть обратная связь, реакция персонажа, отображение результативности. Это тоже ребенку очень прельщает в работе с ресурсами. И самые разнообразные типы заданий. То есть это могут быть задания, где нужно выбрать один ответ, где много, где что-то перетащить, что-то соединить, собрать пазл, раскрасить картинку. Все это тоже интересно детям, снижает утомляемость, потому что они постоянно переключаются от одного задания к другому, и все это действительно интересно детям, и они очень с удовольствием работают в этом курсе. Ну и так вот, в завершении это отзывы участников апробации.
которые действительно реально люди, которые работали с нашим курсом, которым было это интересно, которые помогли нам его сделать лучше, что-то доработать, что-то изменить. И на самом деле мы всегда открыты к такому общению. Ну, вот это такие, можно сказать, вводные слова. Теперь давайте все-таки после такого рекламы курса, рассказывая о всех его достоинствах, давайте мы все-таки с вами непосредственно посмотрим, как это вживую работает. И мы демонстрировать, я вам сейчас буду свой рабочий стол. Как уже Павел Евгеньевич говорил, мы с вами работаем на платформе Образовариум. Этот курс на время карантина, он размещен в открытом доступе, и мы с вами можем его видеть и очень просто в нем работать. То есть Павел Евгеньевич уже рассказал, что есть возможность выйти на вебинары. Ну, в принципе, я сегодня достаточно подробно вам собираюсь рассказать, но если будет желание, вы можете выйти на вебинар еще раз послушать или посмотреть запись. Либо же, если мы говорим о работе, взаимодействии с родителями ваших воспитанников, посмотреть это все удаленно. Такие возможности тоже есть. Кроме того, здесь же вот на главной страничке есть и возможность скачать методические рекомендации. Если вот мы с вами на значочек нажимаем, щелкнем по мышке, то у нас PDF-файл скачается. Сейчас просто не буду это делать, чтобы время не занимать, в которых прописано и как работать с курсом, то есть подробно объясняется назначение всех кнопочек, всего интерфейса курса, и даны рекомендации по использованию, и кроме того даны советы для родителей, как можно работать с этим курсом в условиях домашнего воспитания, ну, либо в условиях нынешней ситуации, в условиях карантина. Очень просто перейти, попадаем на главную страничку курса, уже на такую предварительную. Если мы говорим о работе с родителями, да, то это можно предварительно показать это все родителям, рассказать о курсе, посмотреть рекомендацию, она здесь лежит, ее очень легко можно открыть и посмотреть. Немножечко еще раз посмотреть, что из себя представляет курс, получить какие-то ответы на свои вопросы или на вопросы родителей. Здесь же представлены примеры различных заданий из различных направлений, даны отзывы родителей и педагогов-апробаторов, и дана краткая информация об авторах курса, тоже чтобы было понятно, что люди не случайные, что люди с опытом работы, и можно про каждого автора курса тоже здесь прочитать, если это интересно. Ну и потом мы непосредственно переходим уже к работе с курсом. Чтобы можно было работать с курсом, необходимо зарегистрироваться. Регистрация проходит очень быстро, вводится e-mail, на который вам придет код активации. Вы придумываете пароль, отправляете, вам приходит код, вы его вводите, и после этого вы уже заходите каждый раз как зарегистрированный пользователь. Ой, извините, сейчас я... Тут пароль у меня. Пароль. Введу. И мы так и заходим. Как только мы заходим в курс, у нас запускается, мы можем включить звук, у нас запускается вводный ролик про рабоборика, который нам рассказывает, кто такой рабоборик, как он появился в детском саду, почему вообще мы работаем с этим курсом. Ну, давайте немножечко мы его посмотрим, просто в рамках времени, отведенного, нам просто некогда это делать. Стань школьником с рабобориком. Однажды в одном самом обычном детском саду в самой обычной группе появился не совсем обычный мальчик. Хотя появление его было довольно обыденным, воспитательница принесла в группу коробку, похожую на ракету. Открыв ее, она сказала: «Посмотрите, ребят». Ну, я не буду сейчас вам весь ролик показывать, потому что просто у нас нет времени, и вы его сможете прекрасно посмотреть сами. Чтобы попасть на главную страничку курса и пропустить ролик, когда вы заходите, можно сразу
щелкнуть просто по экрану кнопочкой мышки, и вы сразу попадете вот сюда. Это главная страничка курса. Мы с вами видим те 4 направления, о которых я вам рассказывала. Познавательно-социально-коммуникативное, формирование элементарных математических представлений, подготовка к обучению грамоте и ознакомление с искусством. Ну, давайте мы сейчас с вами войдем в познавательное, социально-коммуникативное, физическое развитие. Вот мы с вами видим как раз 34 темы, 33 из которых узкотематические, и 34 – это итоговое занятие. Не буду сейчас подробно вам про все темы, картинки показала, какие темы есть. При желании вы все можете посмотреть и внимательно поработать с курсом. Сегодня мы с вами будем работать с темой космос. Ну, начало апреля месяца, традиционно мы в это время с детьми с этой темой работаем. Давайте посмотрим, какие же есть у нас с вами возможности. План занятия. То есть мы с вами выбрали тему, видим вот здесь вот справа у нас есть дополнительные такие кнопочки, которые нам показывают то, что есть в этом курсе. Если мы нажимаем на план занятия, мы с вами видим PDF-файл, который нам дает план занятия в его традиционном виде. То есть мы видим цели, задачи, материалы и план проведения занятий. Это не подробнейший конспект, это именно план, где основными моментами обозначены разные части занятия. И в том числе мы постарались в планы включить именно возможности соединения традиционных видов деятельности, таких как здесь, вот, например, решение проблемной ситуации, беседа, с работой с электронным контентом, просмотром ролика, работой с заданиями. Это перемежается физкульт-минутками, какими-то еще другими активностями, которые возможно провести на этом занятии. Понятно, что как используя любую методическую литературу, вы хотите используйте план занятий, хотите не используйте, хотите используйте фрагментарно, но тем не менее он все равно может вас натолкнуть на те или иные мысли о том, как организовать занятия с детьми. Кроме того, здесь же мы с вами видим раздаточный материал. Это тоже PDF-файл, который можно распечатать по количеству детей и использовать либо на занятии, либо в свободное время, либо вообще раздать домой, опять же, не в качестве домашнего задания, а просто в качестве какого-то интересного занятия, которое поможет детям повторить или вспомнить то, чем они занимались. И затем мы непосредственно можем перейти уже к содержанию занятия. Ролик мы можем предварительно или во время занятия, или предварительно, или в любое удобное для вас время посмотреть ролик на тему космос. Ну, давайте мы его немножечко запустим. Опять же, я не буду полностью показывать вам, потому что просто времени у нас на это нет. Мы в музее космонавтики. Тысячи лет назад люди всматривались в небо, пытались разгадать его тайны. Звезды на небе стали разделять на группы. Эти группы назвали созвездиями. Например, все знают созвездие с названием «Большая медведица». А это малая медведица. Сейчас отключу звук, чтобы просто как-то прокомментировать. Да? Мы можем сделать все традиционно. Можно прокручивать немножечко ленту демонстрации, можно работать со звуком, можно расширить на весь экран, чтобы вам видно было ролик. Очень это актуально, если мы работаем с интерактивной доской, либо с проектором и экраном, когда мы фронтально демонстрируем детям что-то на экране. Опять же, длительность роликов от 2 до 5 минут, поэтому педагог может сам варьировать время и место и длительность того, что он хочет показать детям. Возможно, вы этот ролик будете смотреть на протяжении нескольких занятий. Возможно, это вообще будет на протяжении нескольких дней и вообще не на занятиях, а в какое-то свободное время. Возможно, вы его использовать будете в плане каких-то развлечений. Масса вариантов, все зависит от ваших возможностей, от ваших желаний и от того, как вы хотите выстроить образовательный процесс. Ну, понятно, что как при работе с любым методическим и дидактическим инструментом,
конечно, мы всегда готовимся к работе и смотрим предварительно, и желательно предварительно посмотреть и ролик, и, конечно, те задания, которые вы будете предлагать детям. Внизу находятся плашечки, на которых под номерами перечислены задания. Как мы работаем с заданиями? Я вам говорила уже про комфортную психологическую обстановку, да, то есть все озвучено. Рассмотри рисунки. Выбери те, на которых нарисовано, как человек изучает космос. Естественно, вокруг каждого задания здесь в этом курсе, то есть их 12, это максимально. В рамках одного занятия достаточно сложно пройти и выполнить все 12 заданий. Мы специально сделали их больше для того, чтобы у вас, у педагогов, была возможность выбора, возможность построения различных образовательных маршрутов, возможность использования по-разному одного и того же контента. Можно вокруг этого задания развернуть уже целую беседу, обсудить, что нарисовано на картинках, как с этим, что это, почему выбирается так или иначе. Либо просто, если мы говорим о фронтальной работе с детьми, по очереди приглашать детей, которые будут выбирать только одну картинку. Ну, говоря о реакции программы, как только мы выбираем ответ, который мы считаем, что он правильный, робоборик у нас становится веселым, у него зеленая кнопочка загорается, мы видим, что все стало зелененьким, и наверху у нас тоже зеленым цветом отображается номер этого задания. Перемещаться между заданиями можно при помощи стрелочек, которые находятся справа и слева, либо при помощи ленты наверху. То есть здесь можно открывать сразу то задание, которое вам необходимо. Очень удобно, если вы работаете фронтально, и педагогу нужно открыть только какие-то конкретные задания, не все подряд. Ну, давайте посмотрим, какого плана здесь есть задания. Есть задания, когда выбрать необходимо планеты из тех объектов, которые представлены на экране. Солнце, все картинки Земля, подписаны. Луна, Меркурий. Ну, давайте попробуем повыполнять задание, ну, например, с ошибками. Посмотрим на реакцию робоборика. Он расстроенный, внизу красная кнопочка. Обратили внимание, робоборик был настроен только какое-то время. Почему? Потому что дальше есть у нас возможность выполнить. Мы можем реализовать 5 попыток. Можно отменять, можно добавлять, но как только мы с вами реализуем все наши 5 попыток, вернуться к выполнению данного задания становится невозможным. Причем мы еще и видим с вами, что мы с вами сделали неправильно, что сделано правильно, то есть можно еще и обсудить. И робоборик у нас остался красненьким, здесь у нас все красненькое, дальше невозможно отвечать, и наверху тоже красный цвет. То есть в данной сессии, в данном заходе в эту программу выполнить еще раз это задание уже стало невозможным. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы не было слепого подбора ответа. То есть есть такие задания, где немного ответов, и путем простого перебора ответов несколько раз ребенок может выбрать ответ правильный. Но это, на наш взгляд, не совсем методически грамотно, поэтому ограничили 5 попытками. Но, тем не менее, если есть необходимость выполнить задание несколько раз, работу над этим занятием можно всегда обнулить, такой компьютерный термин. Чуть позже я это покажу, как это делается. Ну, давайте мы с вами выполняем еще некоторые задания. Тут у нас задание на планете чудеса, разгадать загадку. Океаны или... Ну, не буду до конца дослушивать, знаю ответ, это Земля. Переходим к следующему заданию. Обратите внимание, как у нас наверху отображается лента. Зеленая мы выполнили, красная мы не смогли выполнить, так и не нашли правильного ответа. Оранжевое мы выполнили задание, но не с первой попытки. Если у нас, например, ситуация, когда у нас есть несколько электронных технических средств, например, несколько планшетов, либо несколько компьютеров, и вы работаете с подгруппой детей, и каждый свое задание выполняет самостоятельно, просто простым даже проходом по группе вы можете увидеть, как у вас выполняют дети эти задания. Ну, давайте каким-нибудь еще повыполняем задания. Здесь, например, необходимо выбрать космонавта, который первый полетел в космос. Есть такие интересные задания, как вот это вот, когда необходимо
расставить подписи к скафандру. Опять же, все подписи, все, что у нас написано на плашечках во всем нашем курсе, обязательно озвучены. Дети у нас Шлем. не читающие в детском саду. Защитная Если читающие, перчатка. то очень хорошо. Опять же, вокруг этого задания можно развернуть целую беседу, целую дискуссию с детьми, почему они так думают, а что это такое, а для чего это предназначено. Можно предложить творческую деятельность, придумать, например, свой какой-то скафандр и объяснить, для чего то или иное приспособление необходимо, ну и так далее. Следующее задание, которое я, например, очень люблю, когда необходимо соединить земные, так сказать, вещи и предметы, которые необходимы на космическом корабле. Опять же, очень много здесь последующей какой-то деятельности с детьми организовать, когда мы говорим им, предлагаем им любому предмету, который есть в окружающей действительности, в группе детского сада, либо дома, если мы работаем дома, придумать, как бы этот предмет выглядел на борту космического корабля. Ну, так интересно, очень возбуждает фантазию детей и нравится детям. Опять же, вот такого плана задания. Обратите внимание, что задания все еще и разные по действиям детей. Где-то нужно выбрать, где-то нужно перетащить, где-то нужно соединить. А мы знаем, для ребенка дошкольного возраста одно и то же содержание, но с разным способом выполнения ребенок воспринимает как абсолютно новое задание. Это тоже работает на его развитие. Задание, когда необходимо расставить, определить на картинке это предметы, созданные людьми, или это объекты, которые созданы природой. Это отсылка к предыдущим темам. Повторюсь, это 27-я неделя, то есть в нашем курсе это уже ближе к концу недели, и очень многие темы детьми пройдены. Ну, вот так вот можно выполнять задания. Не буду все абсолютно задания показывать, иначе мы с вами просто не уложимся в отведенное время. Есть возможность посмотреть результаты ребенка. Ну, для этого тоже нужно будет ввести фамилию, имя ребенка. Мы с вами видим, что Алиса Селезнева у нас выполняла задание темы «Космос». 5 из них выполнила верно, причем одно со второй попытки и одно неверно. Эти результаты мы можем сохранить. То есть, если есть стандартная кнопочка «Сохранить результат», если мы нажимаем, то у нас PDF-файл на компьютер загружается. То есть мы можем еще и понять, как мы работали с этим курсом. Давайте мы сейчас с вами... И вот есть возможность пройти заново. То есть если мы что-то не выполнили, а очень хочется, то мы просто нажимаем кнопочку «Пройти заново», у нас все задания обнуляются, и мы можем проходить это занятие сколько вам угодно, каждый раз просто его обнуляя, если есть такая необходимость. Давайте посмотрим все-таки, как реализуется у нас именно тематический принцип и просто какие есть задания в разных занятиях по разным направлениям. Математика тоже, если мы посмотрим перечень, мы увидим много разных тем. 27-й неделе, которая связана у нас с космосом, это тема геометрические тела по нашему календарно-тематическому планированию. Опять же, есть план занятия, есть раздаточные материалы, которые можно распечатать, и есть непосредственно то, что электронный контент, который мы можем с вами посмотреть. Я сейчас вам запущу ролик, не буду его включать, звук, но обратите внимание на очень тесную связь ролика по математике с общей темой. Начинается именно с космоса, с того, что мальчик очень любит, интересуется космосом, и они сегодня с его сестрой строят космическую ракету, используют для этого чертеж, и потом на базе этого изучаются, сравниваются плоские и объемные фигуры, и идет уже изучение непосредственно базовой темы, которая дана в данном занятии. Еще хочу сказать, что все наши ролики по математике завершаются вот такими вот плакатами, которые тоже можно рассматривать, застопив на экране, можно просто рассматривать с детьми, можно распечатать с экрана, сделав скриншот, и тоже работать с этим в качестве раздаточного материала, если это вам необходимо.
Задание. Ну, математика, да, все-таки основным у нас здесь остается математическое содержание, поэтому и геометрические фигуры мы рассматриваем в их живом виде, но различные задания давайте просто немножечко повыполняем. Задания, где необходимо найти только объемные фигуры. Здесь необходимо соединить фигуру с названием. Шар, куб, Все озвучено. пирамида, конус, цилиндр. Соответственно, это соединялочка у нас, ну и так далее. Давайте ответим неправильно, пойдем дальше. Следующее задание, да, хочу обратить ваше внимание, вроде бы два похожих задания. Здесь название и внешний вид. То же самое здесь мы должны назвать и определить, что это, какая фигура, и раскрасить, соответственно, тем или иным цветом. Около кубиков мы раскрашиваем в зеленый, около цилиндров в желтый, около конусов в красный, соответственно, да. Но задания совершенно разные по виду, и поэтому они у нас воспринимаются как новые. Традиционно то, что все педагоги всегда используют, поиск в окружающем мире, предметы, какие предметы похожи на ту или иную геометрическую фигуру или то или иное геометрическое тело. Вот она, где возможна связь у нас с темой космос, соответственно, тоже можно целую беседу и целое рассуждение здесь построить, как называются эти объекты, летательные аппараты, почему они похожи, а почему, может быть, даже какую-то запустить познавательную активность, когда дети будут думать, а почему вот такая, как связана форма со свойствами предмета, то есть это тоже достаточно интересно. Очень тоже часто мы используем задания вот такого плана, когда необходимо посчитать объекты и соотнести потом количество цифр, тоже базовое такое умение, которое необходимо детям в данном возрасте. Опять же, легко переносится в индивидуальную работу, когда дети, кто-то делает у доски, если мы говорим про детский сад, а кто-то делает у себя за столами, или предлагается сделать с реальными кубиками на ковре, либо какая-то подгрупповая работа, когда у каждой группы свое задание. Например, посчитать какие-то предметы определенные. Поиск, выбор фигуры по описанию, тоже стандартные такие задания. Вот это вот интересное задание, когда необходимо соотнести форму только одной стороны данной фигуры, и не всегда эта сторона явно, как у куба, понятно, что у куба эта сторона называется квадрат. Сложнее, например, там с пирамидой или с цилиндром. Но тоже интересно достаточно выполнить это задание, причем можно использовать реальные фигуры для того, чтобы детям было понятно, если вызывает затруднения. Такого плана задания, когда необходимо посчитать количество кубиков, причем оно уже сложнее, чем было одно из предыдущих заданий, когда все видно на экране. Здесь какие-то фигуры скрыты от детей. То есть если вы обратите внимание, не только разные задания по виду, по действиям пользователя на компьютере, но еще и разные задания по уровню сложности, которые тоже можно варьировать педагогу в зависимости от того, какие цели и задачи он ставит. Ну и такое вот, на мой взгляд, задание со звездочкой, когда необходимо для каждой фигуры найти недостающую часть и соединить. Это уже такое развитие пространственного мышления, воображения, и достаточно интересно, но непростое задание. Давайте посмотрим, что у нас происходит со статистикой. Добавилась тема геометрические тела. Сразу хочу, прежде чем мы будем смотреть речевое развитие, хочу сказать вам о том, как сейчас, то есть мы рассматриваем, конечно, сейчас я вам рассказываю и больше внимания уделяю на то, как это можно использовать, ну, как сказать, в наших нормальных традиционных условиях, да, когда детские сады работают и педагоги работают физически с реальными детьми в реальном времени. В условиях сейчас режима самоизоляции, в условиях, когда дети не должны быть у нас заброшены, хотелось бы какой-то нам, как педагогам и детям, и их родителям, порекомендовать, либо же посоветовать, либо, ну, может быть, настоятельно посоветовать какой-то правильный контент, очень легко работать с этим курсом. И даже не обязательно
Конечно, замечательно, если у вас все родители ваших воспитанников зарегистрируются на этом курсе, особенно сейчас, когда это все доступно бесплатно, и можно с этим работать в любое время, в любом месте. Но если они не хотят по каким-то причинам регистрироваться или им это сложно, ну, с ссылками работать у нас сейчас, наверное, умеют практически все родители. То есть очень просто все это делать. Я как педагог хочу, чтобы мои воспитанники, ну, давайте какую-нибудь другую тему возьмем, позанимались, ну, например, вспомнили про пространство, ну, не знаю, про числа второго десятка, например. Я открываю это занятие, и у меня на каждое занятие появляется своя ссылка в браузере, да, видите, я думаю, на экране. Очень просто отослать эту ссылку своим родителям, своих воспитанников. Вы просто ее копируете в браузере. Давайте мы с вами попробуем. Я вам ее скопирую сейчас в чат. Вот. И я так думаю, что вы ее должны были все мою ссылку получить. То есть если вы каждый у себя нажмете, то вы попадете как раз непосредственно в занятие, которое связано с заданием числа второго десятка. Точно таким же образом можно ссылки копировать и рассылать в чаты, в группы, в различных мессенджерах. Причем вы можете послать ссылку на разные материалы. Вы можете предложить, например, ссылку на вот такое вот задание на тему животных жарких стран и севера. Мы сейчас ее копируем, я вам сейчас ее отправляю, и ваши родители и их воспитанники получают ссылку именно непосредственно на этот файл, с которым они могут работать, который они могут распечатать. Вот так вот достаточно просто все это делается и работает. Ну, давайте дальше пойдем, посмотрим, что же нам предлагает речевое развитие. То же самое. Базовая тема в начале, дальше потом у каждой буквы есть своя отдельная тема, свое отдельное занятие. Точно так же есть план у каждого занятия, точно так же есть раздаточные материалы. Ролик. В роликах по грамоте старались максимально заложить именно методические аспекты, то, что вызывает затруднения иногда и у педагогов, и очень полезно эти ролики смотреть родителям. Это реальные отзывы пользователей, апробаторов, которые работали именно с курсом в условиях домашнего воспитания, что очень полезно, как у нас были отзывы, наконец-то мы поняли, что это за красные, синие, зеленые квадратики и для чего они нужны. На самом деле это все достаточно просто и несложно. Максимально стараемся использовать какой-то речевой материал, как то загадки. Серая, а название белое. Догадались? Стараемся максимально показывать разбор, тоже озвученный. А теперь послушайте скороговорку. Скороговорки. Белые бараны били барабаны. То есть тоже скороговорки, чистоговорки, пословицы, загадки, ребусы. Все это в большом объеме представлено в нашем курсе. Ну и давайте пролистаем задание. Поиск букв. Не нужно уметь читать, все, просто ищем буквы визуально. Дифференциация звуков, твердый, мягкий. Причем обратите внимание, в развитии речи у нас озвучены практически все картинки, потому что, чтобы избежать двоякого называния. Ну, например, понятно, что здесь это баран, всем понятно. Мало кто назовет это коровой или козой. А вот с березой может быть совсем по-другому. Да, это береза, но если ребенок называет это деревом, мы не можем сказать, что он не прав, это действительно дерево. Но в данном случае для выполнения задания нам нужно, чтобы это называлось береза. Бык. Ну и соответственно. Билет. И соответственно соединяем слова, ну, картинки. Ой. И так мы. Ой. Ну вот у нас не вышло выполнить сейчас, ну, в целях времени не буду выполнять его дальше. Следующее задание очень, очень интересное, на мой взгляд, которое предъявляет уже достаточно сложные требования. Опять же, повторюсь,
в начале курса первые, вторые, третьи, там, 10 занятия, они гораздо проще по материалу, они гораздо проще по тем заданиям, которые предъявляются детям. Но так как это у нас уже 27-я неделя курса, предполагается, что дети все предыдущие 26 недель работали с курсом, и такого плана заданий не должны вызывать у них затруднения. То есть два вида деятельности у детей тут должно быть. То есть они сначала должны определить твердый либо мягкий звук в данном слове б либо б, а потом определить его место в слове. Баклажан, белка, рябина, кабачок, береза, барсук. Все озвучено достаточно хорошо, все детям понятно, бери да выполняй задание. Точно так же много заданий на составление схем. Опять же, говоря о работе в условиях детского сада, можно очень легко сделать кто-то фронтально у доски, кто-то один ребенок у доски, остальные дети составляют схему слова у себя на столах. Квадратики со звуками для звуков есть, наверное, в каждой подготовительной группе. Задание на соотнесение схемы и слова, задание на дифференциацию парных согласных, то есть когда необходимо выбрать послушать. Пальма, бигуди. И послушать. Тоже, опять же, очень все легко делается, потому что все озвучено, все понятно, и детям обычно не затруднительно выполнять эти задания. Задание тоже, которое отсылает нас к повторению, это то, как классные буквы влияют на предыдущие звуки, работа со слогами. Опять же, если работа ведется давно и систематически, то такого плана задания детям выполнять совершенно не затруднительно. Ребусы, которые всегда очень любят дети, все тоже озвучено, интересно, работает. Отсылка к нашей теме «Космос». Белка и стрелка тоже достаточно просто, плюс еще идет и повторение того, что есть буквы заглавные, есть буквы маленькие, и чем они отличаются, упоминаем, что имена заглавных букв. И работа с предложением, когда необходимо соединить каждую картинку со схемой предложения. У Бори ракета. У Бори ракета. Опять же, можно работать со схемами на столах, можно предложить по данным схемам детям придумать на данную тему или на какую-то другие предложения. То есть много всяких вариантов работы с каждым ресурсом. Ну и загадки, которые тоже дети очень любят, все озвучено, и загадки, и предметы. Но здесь мы практически не выполняли, поэтому у нас, конечно, такая будет очень слабенькая статистика, но тем не менее она все равно есть. Ну и давайте посмотрим тему искусства. Опять же, посмотрите на темы. Ну, я надеюсь, что вы их подробно посмотрите. В данной неделе у нас тема музей. Все то же самое. План, раздаточный материал. Все это есть. Музей. Ролик, который нам рассказывает про разные музеи, про разные виды музеев, достаточно подробно, достаточно интересно. Опять же, я бы, например, ролик на ролике по искусству вообще сейчас разослала всем родителям в условиях вот такой вот самоизоляции, в условиях часто невозможности куда-то выйти с детьми. А почему бы не посмотреть такие ролики, которые достаточно интересны, познавательны, еще и сделаны правильно с точки зрения психофизиологии детей, с точки зрения методики, с точки зрения возраста детей и их восприятия. Ну, про разные музеи рассказывается, про картинные галереи, про музей космонавтики в том числе, про дома музея. Кроме того, достаточно большой блок рассказывает о правилах поведения в музее и о людях, которые работают, в частности, экскурсовод, реставратор, смотритель музея, то есть работаем и над лексикой тоже. То есть, опять же, все сплетено в единое такое образовательное пространство, то есть речевое развитие, математическое, познавательное, социально-коммуникативное, правила поведения, то есть все в едином комплексе, ну, в принципе, так, как и всегда у нас это бывает в дошкольном воспитании, правильно организованном. Ну и задания. Задания
различные, которые, опять же, отличия, чем музей от театра отличается, чем магазин от музея отличается. Можно побеседовать, соединить экспонат с изображением музея. Картинная галерея, музей космонавтики, музей народных промыслов. Очень важно, чтобы дети не работали молча за ресурсами. Одна из основных проблем наших детей сейчас – это то, что дети у нас не говорящие, мало говорящие. Им нет необходимости. Планшет, компьютер их понимает, телефон их понимает и так, без всяких слов. И это плохо. Надо, конечно, стимулировать речевую активность. Если мы говорим о том, что мы работаем в детском саду, мы обязательно должны проговаривать, что это, как это называется, почему картина в картинную галерею, почему матрешка в музей народных промыслов и так далее. Задание, в котором показаны Музей космонавт, музей Победы, Третьяковская галерея. Музеи, которые находятся в Москве. Это может быть тоже стать пусковым таким крючком для проведения целого занятия про достопримечательности Москвы, например. Про каждый музей можно найти какую-то информацию. Опять же, если мы говорим о дистанционном каком-то взаимодействии, тоже также можно посоветовать родителям вместе с детьми, пусть в интернете, либо в какой-то литературе, либо где-то еще найти информацию, которая связана с этим ресурсом. Поиск лишних экспонатов в музее космонавтики. Тоже можно пообщаться с детьми и выяснить, почему они те или иные считают экспонаты не подходят для данного музея. Данное задание – это отсыл к темам предыдущим. Дети уже знают различные промыслы, и сгруппировать им достаточно просто, и отличить Богородскую игрушку от Дымковской, Дымковскую от Городецкой тоже достаточно просто, если они занимались, выполняли задания предыдущих занятий. Тоже интересное задание, где необходимо выбрать лишние предметы в музее старинных предметов. Палеонтологический музей всегда интересен детям. Задания, связанные с профессиями, можно еще раз рассмотреть, можно повторить, как называется. Расширяем Следит за порядком. словарный запас именно глаголами, который связан с профессиональной деятельностью детей, различных людей. Ну и правила поведения – это обязательно. И последнее задание в данной теме – это опять очень тесная связь с речевым развитием, с формированием связанной речи, когда детям предлагается прослушать сначала рассказ, а потом расставить картинки в том порядке, как проходило действие в рассказе. Ну и, естественно, логично потом попросить пересказать. Опять же, очень можно компилировать с традиционными видами деятельности, когда кто-то это делает на компьютере, кто-то другие картинки собирает у себя за столами. Можно, в принципе, предложить сначала собрать, а потом послушать рассказ. Это тоже будет один из вариантов работы. Но вот мы с вами тут ничего не выполняли, поэтому статистика по ознакомлению с искусством нам, к сожалению, не добавилась. Что я хотела еще сказать? Очень много материалов. Понятно, что как один из авторов-разработчиков курса я могу про свое детище рассказывать очень долго и очень долго вам его показывать. Цель моя – заинтересовать вас, показать, что здесь очень много всего, показать, что с этим достаточно просто работать, потому что все уже в одном месте сложено. И в конце просто для улучшения нам всем настроения, прежде чем я перейду к следующему этапу нашего вебинара, расскажу вам про наши продукты, фрагмент ролика про живопись, который нам показывает о том, который вам должен показать, что работая с нашим курсом, вы можете очень много времени себе сэкономить, потому что вам нет необходимости что-то искать дополнительно. Изображена ваза с цветами. Уже все собрано в одном месте. Фрукты на красивой посуде. На третьей скрипка на столе у окна. Все это натюрморты. Натюрморт – это изображение предметов, которые окружают человека и которыми он пользуется в жизни. В натюрморте художник изображает не случайные вещи, а отбирает те, что привлекают его внимание. Ну, немножко пролистну. Второй зал галереи. На этих картинах изображены разные водоемы. Река, пруд,
море. На этой мартовский день. А здесь художник показал тополя, отражающиеся в воде. Живописец-пейзажист – миф, которые возникают в тот момент, когда он видит красоту природы. Одни и те же сюжеты могут быть по-разному изображены различными художниками. Посмотрите на полотна с одинаковым названием «Березовая роща». Настроение, пасмурный осенний день. Художник-пейзажист – это изображение человека. Добрый, скромный, профессии или любимые занятия. Если художники рисуют сами себя, получается автопортрет. Художники часто создают портреты знаменитых людей – ученых, поэтов, художников, музыкантов, полководцев. Посмотрите, как по-разному изображен поэт Александр Сергеевич Пушкин на портретах Ареста Кипренского и Василия Трофимова. И так далее. Не буду дальше продолжать. И точно так же могу сказать, что все, что связано с музыкальным воспитанием, тоже очень хорошего качества. И все подбор музыкальных произведений именно тот, который рекомендован для работы с детьми именно дошкольного возраста. Ну вот это очень кратко, очень конспективно. Надеюсь, что я вас не утомила. И теперь еще более кратко пройдусь буквально прям вот такими, сказать, широкими мазками по тем продуктам, которые у нас есть для дошкольного образования, кроме онлайн-курса с дошкольником с робобориком. Это то, что лежит в коллекции ресурсов в СГО, то, с чего Павел Евгеньевич начал наш вебинар, и он вам их показывал. Но у нас очень большое разнообразие различных продуктов для дошкольного образования, и они самого разного вида. Ну вот запущу сейчас вам ролик про интерактивные конструкторские среды. Постараюсь его, пока он будет демонстрироваться, прокомментировать. Это программа серии «Фантазеры», в которых дети работают в пространстве чистого листа. Это не рисовалка, это именно конструкторская среда, в которой можно работать с различными элементами, природными объектами, цветочными, геометрическими фигурами, изменять их положение в пространстве, размер, цвет, и создавать свои какие-то проектные работы и переносить в реальную жизнь то, что создано на компьютере. Ну, например, вот сейчас девочка создает, вы видите птичку из элементов природного материала. Точно так же может работать и все в обратную сторону, когда дети что-то создают ручками, потом фиксируют это на компьютере. Либо же педагог готовит им какую-то модель на компьютере, они потом это делают реально. Также программа может использоваться и педагогами, когда они готовят какие-то дидактические материалы. Ну вот, например, игру на группировку, которую педагог заранее приготовил, разбросав, так сказать, по полю геометрические фигуры и предложив детям потом их сгруппировать, ну, в данном случае было по форме. Либо вот такого плана задания, когда можно целый рассказ составить, параллельно выполняя какую-то работу на компьютере. Либо же любимое занятие всех детей – это создание кукол, которые создаются в этой программе, потом распечатываются, вырезаются и делаются, и используются потом в театрализованной или в сюжетно-ролевой игре. Также в этой линейке программ есть программа «Фантазеры мультитворчества», которая имеет все то же содержание, что и программа «Фантазеры волшебный конструктор», но предназначена для коллективной работы детей. То есть здесь основное – это совместная коллективная деятельность, когда формируются навыки взаимодействия и выполнения какого-то дела совместно, что сейчас, как мы все с вами знаем, очень часто у детей вызывает затруднения. Либо вот такого соревновательного плана задания может придумать педагог, какая-то, когда ставится какая-то дидактическая цель, она может быть самая разная, и дети, каждый в своей части условного листа, выполняют задания. Либо вот такая коллективная индивидуальная работа, когда общее панно, которое у каждого ребенка, 4 ребенка работают, своя часть, да, каждый придумает свое время года, но общая концепция у них должна быть одна, они должны придумать, как у них будет располагаться все на экране, как это будет работать. Ну и кроме
этого есть еще в этой линейке программа, которая называется «Фантазеры. Моя страна», которая направлена на формирование навыков нравственно-патриотического воспитания и позволяет работать, создавать тоже проектные такие работы, знакомить с различными архитектурными объектами, создавать пейзажи различных природных зон Российской Федерации. Причем есть готовые шаблоны с разными природными зонами, с разными временами года. Есть шаблоны такие нейтральные, на которых можно сконструировать все, что угодно. Ну, вот, например, здесь из различных мастерских делается вот такой вот пейзаж морской, добавляется лодочка, то есть и тут и геометрические фигуры, и природные объекты, и причем, обратите еще раз внимание, да, то есть мы сочетаем, так сказать, несочетаемое. Кроме того, в данной программе есть еще возможность работать с костюмами. То есть можно разрабатывать кукол в национальных костюмах различных регионов Российской Федерации. 4 основных этнических группы даны, и у них, соответственно, различные элементы костюмов, различные элементы прически, различная обувь, различные черты лица. Соответственно, можно создать вот такие вот проекты, из которых потом снимаются ролики. Мы, в частности, вот такой конкурс «Моя Родина» несколько лет назад проводили, когда воспитанники под руководством педагогов делали именно ролики на тему «Моя страна». И было очень много интересных работ, причем фантазия поистине безгранична, что у педагогов, что у детей. Мы прямо истинное удовольствие получили, рассматривая эти работы. Ну, продолжая рассказ о наших продуктах, хочу вам показать программу, несколько программ, буквально открою. Одна из них – это программа «Буквария», которую как раз в начале Павел Евгеньевич вам показывал, как раз к ней методичку. Теперь немножечко поподробнее, чтобы просто вы имели представление, что такое наглядно-дидактические пособия, которые есть у нас в коллекции ресурсов. Это сказочная страна Буквария, в которой живут волшебники-гномы и знакомят нас с буквами. У каждой буквы есть своя страничка, и в которой 5 модулей. Первый модуль – это представление буквы. Небольшая такая анимация про данную букву, которую можно послушать, посмотреть, послушать стихотворение, познакомиться, ну и так далее. Следующее задание называется «Вращающаяся буква». Гном, рыбак ловит буковки. Опять же, закрепляем внешний образ букв. То есть мы не учимся здесь читать, но буковки ищем. Всегда это детям интересно, забавно, и они с удовольствием выполняют эти задания. Найди буквы. В словах все буквы Большие и маленькие. Да, тоже, опять же, читать нет необходимости. Но буковки мы еще разочек все вспоминаем, еще и внимание развиваем. Обратили внимание, наверное, что есть еще звуковые эффекты. Сейчас покажем какой-нибудь вам. Рассмотри картинки, выдели те, в названии которых есть звук А. То есть необходимо найти, ну давайте вот неправильно, то есть неправильно мы с вами выбрали, да, вот так вот. Выдели в словах звук А. И после этого нам предлагается еще раз выделить буковку А. Ну и конструирование буквы, Наблюдай. одно из любимых заданий. Печатная буква А. Сначала нам рассказывают, из каких элементов, особенно это интересно, когда заглавная и строчная буква отличаются. Потом предлагается Самостоятельно. собрать букву, тоже достаточно все это просто, потом задания постепенно усложняются, Для этого ну, найди и так далее. Кроме того, то есть у каждой буквы такая есть страничка, абсолютно у всех. Есть еще 2 интерактивных модуля. Читаем слоги, когда мы можем составлять слоги, причем есть возможность удалить, есть возможность прослушать, как работать в ленте букв, и
посмотреть ролик «Учимся составлять слоги», где нам расскажут о слогах. И есть интерактивная касса букв, которую очень любят у нас учителя первого класса, которые тоже с данным продуктом часто работают, потому что это аналог разрезной кассы букв, и очень хорошо она ложится на работу вот, на фронтальную и на индивидуальную тоже. Тоже можно изменять регистр букв и можно переставлять буквы на наборное полотно. Соответственно, потом можно, еще есть и возможность распечатать того, что ребеночек у нас тут составил, у каждого будет свое. И дополнительная такая опция – это задание раскраски. Есть просто раскраски вот такого сюжетного плана про страну букварию, где каждый домик можно придумать, какой гномик здесь живет, что он делает, и разукрасить. Либо какие-то уже задания вот такие вот, которые подразумевают выполнение уже заданий, связанных непосредственно с содержанием программы. Следующая программа, которую я вам сегодня хотела показать, это программа «Литературное чтение». Не пугайтесь такого названия, она так называется, потому что, в принципе, тот подбор литературных произведений, который здесь представлен, он подходит как для старшего дошкольного возраста, так и для 1-2 класса начальной школы. Даже, в принципе, русские народные сказки здесь есть, которые подходят совсем для маленьких. В программе 50 литературных произведений разных жанров, рассказы Гаршина, Горького, Михайлова, Ушинского, басни, соответственно, Ивана Андреевича Крылова, рассказы Толстого и Ушинского, всем хорошо известные. То есть это традиционный круг детского чтения. И русские народные сказки, которые, если вы посмотрите по содержанию, все литературные обработки, но такие как «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», вполне себе доступны даже и маленьким. Как работать можно с этой программой? У каждого произведения есть 2 модуля. Модуль непосредственно для изучения и модуль для закрепления, то есть выполнения задания. Модуль для изучения – это интерактивный диафильм, который можно использовать для того, в качестве визуализации, то есть педагог рассказывает либо читает произведение и, соответственно, сопровождает это все картинками с минимальной анимацией. Можно использовать в формате готового диафильма. У воробьев совсем так же, как у людей. Взрослые воробьи и воробьихи, печушки скучные и обо всем говорят, как в книжках написано. А молодежь живет своим умом. Жил-был желторотый воробей. Звали его Пудик. А жил он над окошком бани, за верхним наличником. В теплом гнезде из пакли прилетал папаша, приносил кашу, подул, можно переключаться. Внизу есть покадровая лента, в которой можно включать любой элемент, любой фрагмент. Если необходимо, можно использовать текст, но в работе с дошкольниками это не так актуально. То есть таким образом можно разнообразить именно изучение различных литературных произведений. В режиме задания работаем над формированием навыков пересказа. Перед тобой картинки из сказки. Вспомни, что было сначала, а что потом. И составь из картинок сказку. Выбери нужную картинку. Если ответ правильный, то картинка появится на ленте внизу экрана. Видите, мы выбрали правильную картинку, она у нас появилась на ленте. Если мы выберем неправильную, соответственно, будем ждать, пока появится у нас, пока выберем правильную. Ну вот, никак мы чего-то не можем выбрать картинку. Соответственно, картинки все время меняются, и мы... Так, что там у нас следующее? И потихонечку выстраивается, опять же, можно обсуждать с детьми последовательность, можно обсуждать выбор той или иной картинки. И как только мы с вами выберем все картинки, по порядку выложим, у нас будет опять показываться все с самого начала, и есть возможность пересказать рассказ
с опорой на картинки. То есть внизу они нам будут помогать, и наверху они будут перелистываться в большом формате. Тоже такая достаточно интересная программа, красивая, и педагоги всегда ее с удовольствием используют. И еще одна программа, которую я вам хотела сегодня показать. То есть мы с вами посмотрели различные типы. Интерактивные конструкторские среды, программы серии «Фантазеры», наглядно-дидактические пособия, которые призваны максимально визуализировать образовательный процесс. И еще у нас есть игровые диагностические среды. Это серия программ «Диагностическое лото», которые призваны именно для мониторинга уровня развития детей и коррекции педагогического воздействия. Но в данном случае мы сейчас вот с вами рассмотрим программу социально-личностного развития дошкольника, которая разрабатывалась психологами, и она именно помогает оценить социально-личностный уровень эмоционального развития ребенка в социуме и его взаимоотношения в семье, и какой-то провести именно при необходимости какую-то коррекцию, какую-то коррекционную работу. Два блока: ребенок в социуме, семья глазами ребенка. Выбираем любое направление, ну, например, эмоциональное состояние ребенка в детском саду, нам это важно понять. Так как это диагностическая программа, то мы ребенка должны зарегистрировать. Ну, предположим, мы сегодня работаем с мальчиком, не буду полностью вбивать. Дата выставляется автоматически, и после этого нам необходимо сохранить. Давайте у нас будет какая-нибудь новая группа. Мы сохраняем в группе цветы, у нас будут данные. А после этого ребенку предлагается набор различных картинок. Эта программа все-таки предназначена больше для индивидуальной работы. Можно, конечно, но смысла нету, потому что мы зарегистрировали одного ребенка. Позже расскажу, как можно с ней фронтально работать. То есть и различные ситуации. Любишь ли ты одеваться, раздеваться в раздевалке детского сада? То есть ребенок должен ответить на вопрос диктора, любит он что-то делать или не любит. Картинки можно использовать в любой последовательности, какая вам нравится, какая вам удобна. Любишь ли ты заниматься танцами? Ну, предположим, ребенок не любит заниматься танцами. Любишь ли ты посещать занятия в бассейне? Естественно. Можно убрать дикторскую речь, настройки, озвучивать самостоятельно. Ну, конечно, необходимо тогда озвучивать. Нравится ли тебе гулять в детском саду? Ну, вот, предположим, не очень ему нравится. Можно все картинки, можно какие-то частичные. Если ребенок выложил все картинки, то у него палитра становится активной, он еще рамочки может раскрасить в какой-нибудь цвет. Это делается для того, чтобы... для еще более такой какой-то комфортной эмоциональной обстановки. В любой момент можно выйти из программы, вернуться на главный экран, но всегда предлагается сохранить результат. Для чего мы это делаем? Ну, это же у нас диагностическая программа, в принципе, мы все для этого и делали. Мы открываем папку «Отчеты», находим ту группу, которая у нас сегодня. У нас тут всего один мальчик. После этого мы можем просмотреть, как он отвечал, если у нас, например, такая ситуация, что каждый ребенок в наушниках отвечает самостоятельно. Ну, для детского сада это не очень актуальная такая история. Можно посмотреть отчет. То есть мы видим картинку, мы видим оценку ребенка, и мы видим примерную интерпретацию. Понятно, что это очень условная интерпретация, это не жесткая психологическая методика, это именно вспомогательный инструмент для педагога, чтобы помочь ему работать с детьми. Мы можем распечатывать, мы можем сохранить файл и использовать потом. Что здесь еще интересного? Говоря о возможности фронтальной работы, мы можем данные картинки обсуждать со всеми детьми в группе, либо с кем-то индивидуально, проговаривая эту ситуацию. Семья глазами ребенка. Мы выбираем ребенка и предлагаем ему поговорить. Про кого мы сегодня будем говорить? Ну, предположим, про маму, да? И все то же самое мы сохраняем. И работаем дальше. То же самое.
Какая реакция будет у твоего близкого, если ты сломаешь игрушку? Ну, то есть мы девочку спрашиваем, как ты думаешь, какая реакция будет у твоей мамы, если ты сломаешь игрушку? Ну, наверное, она будет недовольна. Какая реакция будет у твоего близкого, если ты испачкаешься? Ну, соответственно, вот так вот как-то, да, то есть мы выходим, и опять все то же самое мы можем посмотреть, и в результатах то же самое мы можем найти группу, мы можем найти девочку, ой, ага, и посмотреть отчет, и увидеть ваши взаимоотношения. Таким же образом можно провести и работу с родителями, когда мы хотим говорить, например, с папой ребенка о каких-то их взаимоотношениях или каких-то ситуациях. То есть добавляем сына и то же самое, те же самые вопросы все сохраняем и задаем. Какая реакция будет у твоего близкого, если ты испачкаешься? То есть как вы испортишь думаете, одежду? как думает ваш ребенок, да, и так далее. То есть иногда бывает очень интересно сравнить результаты, особенно по взаимоотношениям, особенно очень этим папы иногда страдают, они иногда немножечко не так воспринимают ситуацию, как она есть на самом деле. И иногда это бывает полезно показать им в таком вот достаточно простом этом, то есть никто никого не заставляет, вы отвечаете на вопросы, и ваш ребенок отвечал на такие же вопросы, то мы просто банально сравниваем результаты. Вот такая вот программа, которая тоже может вам понадобиться в работе. Уважаемые коллеги, ну, я думаю, что основные моменты, которые я хотела вам рассказать в рамках вот отведенного времени, я попыталась рассказать. Понятно, что очень много всего интересного можно рассказывать, можно долго показывать. И если у вас возникли какие-то вопросы по содержанию курса, если у вас возникли какие-то вопросы по работе с курсом, то, пожалуйста, задавайте их сейчас. Но я вижу, что Павел Евгеньевич все необходимые ссылки вам выложил, где у кого что можно спросить, куда можно написать, потому что понятно, что вопросы обычно появляются тогда, когда вы начинаете с этим работать. Поэтому хотелось бы, чтобы вы с этим активно работали, потому что мы работаем для вас, хотим вам облегчить жизнь и сделать ее интереснее, насыщеннее и ярче. Поэтому спасибо вам большое за внимание, не болейте и работайте с нашими продуктами. Спасибо большое, Наталья Вячеславовна. Уважаемые коллеги, вот еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что в разделе «Вопросы» мы специально выложили все основные ссылки, да, то есть у нас, еще раз обращаюсь, что ресурсы вы найти можете сейчас в сетевом городе образования, у вас это называется ГИС электронное образование, в разделе обучения есть коллекция ресурсов, там сейчас все ресурсы для вас открыты. Достаточно выбрать соответствующий уровень образования, вы увидите только те ресурсы, про которые мы вам сегодня рассказывали. Значит, ну и также на сайте obor.nd.ru сейчас доступен вам вот этот курс, про который сегодня больше всего рассказывает, это курс «Стать комсомольцем», то есть там вы его можете полностью весь увидеть. Ну и также в разделе «Вопросы» указаны контакты, по которым вы можете обращаться в случае, если у вас возникают какие-то проблемы с доступом к нашим ресурсам, либо вы видите какие-то моменты, по которым надо обратиться. Да? Значит, у нас есть бесплатный номер 8 800 674 50. По нему можете обращаться с 10 до 19 по московскому времени, а также в любое время писать на адрес электронной почты school@nd.ru. Вот, мы очень рассчитываем на то, что наши ресурсы будут для вас полезны. Работаем, как Наталья Вячеславовна сказала, для вас. Поэтому спасибо вам большое за внимание. Удачи вам. И самое главное, здоровья крепкого и не болеть.
Всего Спасибо, всего доброго.